От Бреста до Москвы, от Ленинграда до Сталинграда. Выходцы из Ингушетии принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной, отличались своей отвагой на всех фронтах. Одним из тех, кто защищал страну от фашистов, был Магомед Гирей Келигов. Он родился в 1917 году в селении Ангушт, окончил 7 классов, освоил специальность шофер 2 класса. А после просмотра фильма «Трактористы», где услышал песню «Три танкиста», загорелся стать одним из них. В 1939 году в возрасте 22 лет он добровольцем пошел в армию, в танковые войска, начал службу в танковом полку в должности механика-водителя легкового танка. А в 1941-м, когда объявили о начале Великой Отечественной войны, в составе 1-го танкового полка Магомед Гирей уходит на фронт. Он воевал под Москвой, участвовал в Курско-Орловской дуге, в самом крупном танковом сражении, и также участвовал в освобождении европейских государств. Курская дуга – одно из самых крупных и важных сражений Великой Отечественной. Она длилась 50 дней, и по ее итогам было разгромлено до 30 дивизий противника, в том числе 7 танковых. Общие потери немецких захватчиков убитыми и ранеными составили свыше 500 000 человек. Советские летчики окончательно взяли небо в свои руки. А танковое сражение под Прохоровкой стало самым крупным за все годы войны. В нем принимали участие более 3000 советских и около 700 немецких танков. Это была борьба новейшей боевой техники, военного искусства, борьба мировоззрения. Силе противостояла сила. Летом 1941 года танк нашего земляка был подбит, и экипаж был окружен врагами. Было принято решение поодиночке покинуть боевую машину. По очереди вышли командир танка, стрелок и радист. Все они отошли на безопасное расстояние. Однако водитель танка Магомед Гирей Келигов был ранен в колено и, чтобы не попасть в плен, принял решение вернуться обратно. В этом сражении он вывел из строя несколько вражеских машин, уничтожил 2 боевые точки. Его танк попал в окружение, и он не захотел сдаваться. 2 связками гранат и пулеметным огнем он уничтожил около 30 фашистов. И в этот момент также снаряд попал в танк. Из горящего танка его вытащили уже подоспевшие сослуживцы, а у него обгорела спина и шея. Вот как описывает те события сослуживец Магомед Гирея Келигова. В нашем подразделении сражался ингуш Магомед Келигов, доблестный боец, верный сын Родины. Он из колхоза Кирова, села Ангуш пригородного района. Магомед Келигов был водителем танка. В одном из боев танк Келигова и его расчет вступили в неравный бой с 5 фашистскими танками. Танк Келигова горел, пламя уже лизало спину отважного воина, подбиралось к запасу снарядов. Но Келигов продолжал стрелять. Подоспевшие на помощь увидели 3 горящих фашистских танка и более 30 уничтоженных немцев. Отважный воин был почти без сознания. У него были обожжены руки, голова, шея. После того, как он рассказал эту историю в госпитале, а ее подтвердили сослуживцы, он был награжден орденом Красного Знамени. После окончания войны он занимался мирным трудом, преподавал в школах и был уважаемым человеком в республике. После тяжелого ранения в 1941 году, через несколько месяцев лечения, танкист Келигов возвращается на фронт и продолжает борьбу механиком-водителем танка Т-34. Он не раз еще получал ранения, лечился в госпиталях, но всегда возвращался в строй. Умер Магомед Гирей Келигов в апреле 2009-го. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.